Все было хорошо, смена началась. Внезапно потух свет. О событиях того дня шахтер Алишер Мирзаев вспоминает с трудом. После того, как погас свет, поток холодной воды сбил его с ног. Дышать было нечем, вода вперемешку с грязью попала в легкие, а вокруг была полная темнота. Тем не менее, вода уже когда стихла, то есть уровень уже меньше стал, тогда я уже осознал, что я жив. Преодолев поток воды и строительного мусора, несмотря на рану в ноге, он сумел добраться до телефона и самостоятельно выйти на связь с горноспасателями. Благо, что телефон зазвенел, услышал, что телефон, значит, связь есть. Меня это обрадовало очень. Я позвонил горному диспетчеру, все были рады слышать. Из-за долгого пребывания в холодной воде врачи диагностировали у Мирзаева легочную пневмонию. Сейчас состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Помимо него в больнице с различными ушибами и переломами также находятся двое других пострадавших, поднятые спасателями на поверхность в день аварии. Наверное, шок такой был. Там минимизированный. Там люди вообще в шоке были. Там один человек был вообще в шоке конкретно. Он вообще ничего не говорил. Уже вода там тоже держался. Все спасенные отмечают, что в первые минуты после аварии паники среди персонала не было. Рабочие организовывались в группы и шли по направлению к выходу. А так там такой сильной паники не было сильно. Ну, конечно, хотели жить, цеплялись за жизнь как бы. Все, что. Но потом, когда я его увидел, обрадовался, что есть, оказывается, живые люди. Вот, мы друг друга поддержали, как бы, и все. Сейчас состояние спасенных горняков опасений у медиков не вызывает. Под землей шахты «Мир» все еще остаются 8 человек. Евгений Заборовский, Вести, при поддержке ТРК «Алмазный край».